Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Досрочные выборы президента Абхазии должны пройти до 19 февраля, сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. Аэродром Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба технически готов к приему воздушных гражданских судов. Впервые в Абхазии будет открыт современный медицинский класс. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба провел совещание с участием первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, а также вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, которые доложили о ходе работы по курируемым направлениям. Обсуждался наиболее актуальный вопрос, связанный с оплатой коммерческого перетока электроэнергии из Российской Федерации. По состоянию на данный момент переток оплачен до пятницы 22 ноября. Из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище и как следствие сокращения объемов выработки электроэнергии комплексом Ингургэс дефицит покрывается за счет коммерческого перетока из России. Бадра Гунба поручил усилить работу, чтобы изыскать и мобилизовать средства для дальнейшей оплаты перетока, чтобы не оставить население без электроэнергии. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба подписал указ об отставке премьер-министра Александра Анкваб. Кабинету министров Абхазии поручено продолжить исполнение своих полномочий. В соответствии с конституционным законом о кабинете министров Республики Абхазия, следующим указом Бадра Гунба назначил исполняющим обязанности премьер-министра Валерия Бганба. Досрочные выборы президента Абхазии должны пройти до 19 февраля. Согласно закону, парламент должен объявить дату проведения голосования не позднее, чем через 15 дней со дня отставки главы государства. Более подробно расскажет Гугуца Вардания. Согласно Конституции Республики Абхазия, выборы президента должны состояться в течение 3 месяцев с даты прекращения полномочий главы государства. За 2 месяца до дня голосования в ЦИКе начнется регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты. Дальше они собирают необходимые документы для выдвижения самих кандидатов. И уже дальше мы уже рассматриваем эти документы и регистрируем тех или иных кандидатов, которые будут подавать документы. Если они эту процедуру заканчивают, по истечении 1 месяца до дня голосования, до дня выборов, мы прекращаем регистрацию за месяц до выборов. Президентом Абхазии может стать гражданин Республики абхазской национальности не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий на территории страны. И, конечно же, владеть государственным абхазским языком. На предмет владения здесь будет лингвистическая комиссия проверять и оценивать. И мы будем потом по этим результатам утверждать. Председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан уточнил, что если бы досрочной отставки не было, то выборы прошли с 23 января по 23 марта 2025 года из-за истечения 5-летнего президентского срока. Дату президентских выборов парламент объявит на очередной сессии Народного собрания не позднее, чем через 15 дней. Гугуца Вардания, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Пенсионный фонд до конца текущей недели профинансирует выплаты пенсии. Председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария сообщил Абснепресс, что политические события в республике не повлияли на выплаты пенсии, пособий и доплат за ноябрь. Финансирование осуществляется согласно графику выплат. Аэродром Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзинба технически готов к приему воздушных гражданских судов. А ввести объект в эксплуатацию планируют к курортному сезону следующего года. В эти дни в Москве проходит транспортная неделя, где был представлен макет воздушной гавани Сухума. Алика Трапш продолжит тему.
Аэродром Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзенба технически готов к приему воздушных гражданских судов. В минувшую неделю осуществлялись тестовые облеты аэродрома для проверки его готовности. Что касается самого проекта аэропорта, то он реализуется в рамках установленного графика. В эти дни в Москве проходит транспортная неделя, и на выставке был представлен макет Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзенба. Это первое, так скажем, освещение планов по реализации нашего проекта. Все СМИ, различные СМИ, в том числе и международные, увидят и уже видят, что будет открыт международный аэропорт. И здесь можно, так сказать, что первый этап, о котором мы говорили, он завершен. Проект комплексной модернизации аэропорта включает в себя несколько этапов. На первом будет создан временный терминал, который сможет обслуживать рейсы. А к июню 2025 года будут завершены все остальные работы по реконструкции аэровокзального комплекса и строительству административных объектов. К моменту запуска Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзенба, по данным инвестора, количество занятых будет превышать 500 человек. Естественно, большая часть – это граждане, которые проживают в Республике Абхазия. Большая работа проведена в части подготовки персонала. Люди, которые на данном этапе приняты на работу, они проходят соответствующие специальные курсы по повышению квалификации, по подготовке по тем или иным узконаправленным специальностям. Так что в этом плане работа идет, и к моменту запуска аэропорт будет обеспечен всеми необходимыми кадрами. По словам Джансуха Нанба, запуск регулярных рейсов в Сухумском аэропорте осуществится в начале следующего года. Завершение реконструкции всего комплекса запланировано к середине 2025 года. Сухумский аэропорт, он с учетом тех прогнозных показателей, которые рассматривает инвестор, на первом этапе готов принимать до 1 миллиона пассажиров в год, с перспективой увеличения этой цифры до 2 миллионов пассажиров в год. Соглашение между правительствами Абхазии и России о восстановлении Сухумского международного аэропорта имени Владислава Ардзенба было подписано в июне 2023 года. Открытие аэропорта даст импульс экономическому развитию Абхазии. Аля Катравская, Мила Джопуа, Абхазское телевидение. Впервые в Абхазии будет открыт современный медицинский класс. На базе Сухумской школы номер 1 дети смогут изучать анатомию, осваивать навыки первой помощи и даже моделировать сложные медицинские ситуации. Флагманский проект поддерживается Министерством просвещения России и Абхазии, Российской академией образования, а также руководством нашей страны. Ульяна Рожкова расскажет детали. Школа номер 1 опережает время. Открытие нового медицинского класса – шаг к использованию самых последних инноваций в обучении. Интерактивный стол Пирогова и уникальные методики обучения создадут для школьников среду, которая позволит не просто изучать, но и проживать медицинские ситуации. Медицинский класс, который открывается в средней школе номер 1 имени Баграта Шинкуба, это настоящий рай для юного медика. На примере стола Пирогова юные школьники могут посмотреть, какой орган к чему относится, и воочию увидеть сосуды, органы, кости человека. Необычный проект объединит учебу, практику и общение в единую систему и приблизит учащихся к выбору будущей профессии. Занятия будут проводить учителя и методисты первой школы, которым будет оказана поддержка в повышении квалификации, чтобы дети, выбирающие медицину, получили самые передовые знания. Руководство Министерства просвещения посещало в Москве Сеченский предуниверсариум, где, в московских школах уже оборудованы такие классы практически по многим направлениям, и инженерия, и медицинские классы, и педагогические классы, и медиа-классы, то есть по всем направлениям у них и тут, такой проект, где руководством увиденное Министерством просвещения понравилось и решило, внедрить в Абхазии, попробовать, и, конечно же, ждем хороших откликов об этом и, конечно же, от учеников получения хорошего образования. Все необходимое оборудование уже доставлено в школу, остались лишь монтажные работы. Медицинский класс ориентирован в первую очередь на учащихся школы номер 1, но в будущем здесь будут проводиться открытые уроки и презентации для учеников других школ республики.
И мы надеемся, что такого рода проекты, они будут, и, конечно же, и на более качественный уровень выводить наше образование. Это только первая ступенька, которая будет реализовываться Министерством просвещения в будущем. Есть еще более большие планы по таким направлениям. Если сегодня мы в ближайшее время будем медицинские классы открывать, то по другим направлениям тоже, то есть идут работы для того, чтобы открывать такие классы для наших, в первую очередь, абитуриентов, для воспитания специалистов, которые в последующем вернутся в Республику Абхазия и будут строить государство. Открытие медицинского класса планируется в ближайшие 2 недели, а затем школьников ждут практические уроки, полные энтузиазма и мотивации идти к будущей профессии. Ульяна Рожкова, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. Револьвер без серийного номера изъяли у жителя Сухума. Возбуждено уголовное дело. Далее оперативная съемка МВД. Жителю города Сухум вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Незаконно приобретенное и хранимое при себе огнестрельное оружие, револьвер без номерных знаков, а также боеприпасы к нему. Сотрудники уголовного розыска столичного управления внутренних дел изъяли у Чачибая Анри Фазылбеевича, 1996 года рождения, в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в городе Сухум. Согласно экспертной справке, оружие технически исправны, пригодно для производства выстрелов, а патроны являются боевыми. На период расследования гражданин Чачибай отпущен под подписку о невыезде. 20 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения первой абхазской поэтессы Нели Тарба, народного поэта Абхазии, лауреата Государственной премии имени Гулия, основательницы Детского фонда Абхазии. В печати ее стихи появились впервые в 1952 году. Первый сборник стихов «Я люблю пути дороги» вышел в свет в 1955 году. В творчестве Нели Тарба нашел отражение подвиг народа Абхазии во время Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Она плодотворно работала и как поэт, и как прозаик, и драматург. Перу Нели Тарба принадлежит ряд переводов на абхазский язык произведений зарубежных авторов. Немало ее произведений также переведено на русский язык известными советскими поэтами, писателями, переводчиками. За роман «Дилогию» «Царь морей Хаид» в 2005 году ей была присуждена Государственная премия имени Гулия. В 2009 году Нели Тарба была удостоена почетного звания «Народный поэт Абхазии». Издана книга рассказов для детей лауреата государственных премий имени Дмитрия Гулия и Таифа Аджба, главного редактора журнала «Алла Шара» Анатолия Лагула Арбайхапш. Книга издана при поддержке благотворительного фонда «Амшра» тиражом в 500 экземпляров. Иллюстрации к книге создал Гарри Дочья. В сборнике 9 рассказов. Завершение выпуска о погоде. В четверг, 21 ноября, на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла. Температура морской воды плюс 17 градусов. На этом информационный выпуск Амшухшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.